Глава республики Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона. Бурлун Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Еще одна важная информация, о которой я решил рассказать вам сегодня в отдельном своем видеообращении, она касается очень многих жителей нашей республики. Это догазификация населенных пунктов. Активная работа в этом направлении ведется во многих регионах страны. Это на основании поручения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Программа догазификации предполагает подведение газа от границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Это очень важно. На подведение газа от границы участка к дому и приобретение необходимого оборудования ранее люди должны были изыскивать средства самостоятельно. Но точно совершенно сегодня, да и вчера, не у всех людей есть такая возможность. И чтобы помочь как можно большему количеству жителей нашей республики газифицировать свои дома, я поручил правительству Республики Коми увеличить сумму единовременной материальной помощи на газификацию жилья. Теперь размер выплаты составляет 75 тысяч рублей. Ранее выплачивалась вот такая материальная помощь 30 и 50 тысяч рублей соответственно, в зависимости от категории получателей. Кроме того, расширили перечень направлений, на которые можно потратить государственную поддержку. 75 тысяч рублей можно направить на прокладку внутреннего и наружного газопровода, проектирование сети газопотребления, приобретение и установку газоиспользующего оборудования и приборов учета газа. На предоставление увеличенных выплат потребуется достаточно большой объем средств, это 36 миллионов рублей. Средства мы будем выделять из резервного фонда правительства Республики Коми. Компания «Газпром» газораспределения Сыктывкар уже обеспечила техническую возможность для подключения к сетям 950 домовладений. Ну и как все это технически организовать? Подать заявку и оформить договор можно в офисах «Газпром» газораспределения Сыктывкар, через МФЦ, также через сайт госуслуги и портал единого оператора газификации. Материальную помощь смогут получить отдельные категории граждан, оказавшиеся по независящим от них причинам в тяжелом материальном положении. Какие это категории? Ну, во-первых, это одиноко проживающие пенсионеры, семьи с 2 и более детьми в возрасте до 18 лет, неполные семьи, в которых несовершеннолетних детей воспитывает один родитель, семьи, имеющие детей с инвалидностью, молодые семьи, в которых супругам не более 30 лет, молодые специалисты до 30 лет, работающие в сельской местности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и малоимущие граждане. Обратиться за единовременной материальной помощью можно в Центр социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Вот на этом у меня вся, но, на мой взгляд, очень важная информация. Берегите друг друга. До следующей встречи.